Друзья, всем доброе якутское утро. Сегодня у нас 5 июля. Что-то я запуталась с датами. В общем, сегодня я еду на Булус. Еду я не с Антоном. И вообще, бегемотик наш вчера ушел к другому, к новому хозяину. Бросил нас. Надоели мы ему за 2 месяца путешествий. Ну, шучу, конечно. Просто решили так продать машину. Ее с удовольствием купили. Еще и такую известную, знаменитую, которая проехала по всей России и провезла нас, прокатала. Вот. Сегодня я еду со своей подругой, с близкой подругой. Она мне как сестра. Мы с ней с детства вместе. Недавно у нее был юбилей. Буквально вот в прошлые выходные мы отмечали. Сегодня мы такие красивые едем поздравлять подругу с юбилеем в ресторан «Лайнер». Но нашу гулянку мы показывать не будем. И у нее прилетели дочки. Одна из Питера, вторая из Москвы. И девчонки попросили: мама, свози нас на Булус. Ну, то есть, как бы они всю жизнь здесь в Якутии прожили. Раньше как-то было не принято ездить на Булус. И поэтому они там не были. Вот. Ну и, естественно, Галя позвонила мне, говорит: Света, нужна твоя помощь. Я, говорит, одна боюсь ехать. Давай, как 2 водителя, поедем. И еще проблема-то в том, что сегодня не выходной. Вот. Выходной-то, может быть, и нашелся бы какой-нибудь напарник, да? А в рабочий день очень сложно. Но я поговорила с начальством, меня отпустили на день. А как? Куда деваться? Племяшек надо свозить, а то они завтра улетят 6-7 и все. Они посмотрят на наш Булус. Поэтому мы сегодня едем на Kia. Не знаю, как у нее Kia называется. Ну, потом скажу, покажу. Вот, и сейчас время 7 часов утра. Девчонки выехали из Кангалас, должны были выехать в 6 часов. Но, видимо, чуть-чуть припозднились. Ну, еще где-то заправиться должны. Сейчас покажу, что я с собой взяла. Там у меня на диванчике стоит. Ну вот, тут мой любимый чемоданчик. Я взяла с собой перекусить, что-то позавтракать, может быть, на пароме, потому что нам придется ехать на пароме. Яблочки, колбаска. Термос свой любимый. Здесь у меня фотоаппарат, так как я вчера приобрела новый объектив, естественно, его нужно протестить. Ну и здесь платье для фотосессии. Вот. Галя, привет! Сегодня мы поедем на такой машинке, она называется Kia Rio X. Там девчонки сидят, их не видно. Сейчас мы выехали, едем. Кольцо у нас соединяющее улицы Пирогова, Жарницкого, Семена Данилова. Ой, где Семена Данилова? Свердлова. Пирогова, Свердлова, Кальвица и Жарницкого. Сейчас мы повернули по Кальвица и едем в сторону переправы. Там у нас переправа и ледовая зимой, и паромная летом. Город строится, растет. Правда, это какой-то долгострой, по-моему. Что она давно уже стоит, эта штука. Что это, дом? Не дом. Так, здесь у нас перекресток улиц Кальвица и Дзержинского. Да. Едем по Кальвице.
Пятиэтажки на Кальвице, 2 штуки. Еще что-то хотели построить, но не сложилось. Сейчас мы улицу Богдана Чижика. И едем в сторону Якутской ГРЭС. Тут, конечно, дорога каждый год После войны. печальная, да. Бомбежка была. Дома. Там новые дома, кстати, на ГРЭСе. Новые дома появились. Несколько лет как. Вот это, конечно, улица. Ну, тоже, наверное, когда-нибудь ее сделают. Будем надеяться. Потому что поток машин сюда обычно очень большой. Очень много народу работает в районе ГРЭС. И на самой ГРЭС. И на техучастке. Ну, как вот на переправу тоже ездят-то. Может, дорога ломается, потому что тут большие машины есть. Не знаю. Как-то так. Вот мы подъезжаем к паромной переправе. Она идет погрузка, причал номер 2. И куда идет? Ну, вот Кто бы где-то. знал? Вот он, Вот он. причал номер 2. Как все цивильненько оказывается. Мгм. Ну, посмотрим. Так, а куда надо ехать? Ну, туда прямо. Да? Все, друзья, время 8 часов. Мы отходим. Да? Пассажиры бесплатные сидят на аппареле. Здесь на пароме есть касса. Можно оплатить картой, наличными. Есть буфет. Люди выходят с кофеечком, с пирожочками. Там есть туалет. Здесь буфет есть. И сразу туалет. А рядом туалет. Чай 50 рублей, кофе 70, 3 в одном. Кофе зерновой 100 рублей, сосиска в тесте 90. Пирожки в ассортименте по 80, чебуреки 100, беляши 100. Мои бы сказали, мы это хотим. Блины, кола, спрайт, вода, шоколадные батончики, мороженое, чипсы. Что это? Сок натуральный. За машину мы заплатили 650 рублей. И плюс за каждого пассажира по 200 рублей. То есть вот такие сейчас расценки. Хотя Галя, говорит, вчера звонила в какую-то справочную. Ей вообще сказали 1200, что ли, за машину. И за пассажира по 250. Видимо, какой-то другой паром был. Вот такой туалет. Ну, в принципе, для тех, кто очень хочет, почему бы и нет.
пыль протирают. Ну, совсем Здравствуйте, как настроение? Отличное настроение. Классно. Шикарное. А ваше как настроение? Хорошо. Красоту наводят перед фотосессией. Да-да-да. Выехали с парома. Тут тоже, оказывается, прям светофоры, все дела. Ну, направо? Да, нам направо. Все, куда машинки едут, туда и мы поедем. Сейчас мы находимся в поселке Нижний Бестях. Это наша река свысока. Вот такая она красивая, широкая. Там далеко на той стороне наш город стоит. Вообще, да, бескрайние просторы. Поселок Нижний Бестях. Так, а мы что, едем или? Едем. У нас кому зеленый. Поселок Нижний Бестях. Вот здесь мы снимаем. Мы уже видели в апреле месяце. А, вы-то поехали. А, вы в апреле. Я Да. почему-то девочка сказала, что вы в марте свинтили. Мы выехали 8 апреля. Ага. Ты какая дорога. Все, снимать здесь не буду. Особо нечего показывать больше. Дорога испортилась. Да, дорога, идем по нескошенным тропам. По нескошенным. Мы остановились перекусить. Посетить, как ты там сказала, какую комнату? Неизвестного архитектора. Неизвестного архитектора. В таком месте цветочки. Люба уже вон куда убежала снимать. Перекус. Бутербродик. Все, можно попить водички наконец-то. Москвичи у нас в одежде, в В двух одежде, кофтах. да. Ну, на солнце на самом деле жарковато. Я, наверное, потом подраздену. Пока так, пока так. Ребята ходят по дороге. Ходят кони по дороге. Жарко. Вот мы Ночь, наверное, хотя бы. свернули, нормально. указатель был Булус, свернули. И тут некоторое время нужно будет проехать по такой дороге. Ну, я думаю, это не проблематично. На разных машинах сюда ездят, и на маленьких в том числе. На автобусах ездят, целыми группами людей привозят. Въезд с 9 до 22 написано. 11 часов утра, мы не спеша приехали. Сейчас будем заходить. Туалет там в лесу есть. Так, ребята, вот вход. Туристический комплекс Булус. Входной билет взрослый 250, детский 100. Дети до 7 лет бесплатно. Все, мы оплатили в кассе. Если у вас нет налички, у них есть Wi-Fi, подключаешься по
Wi-Fi и оплачиваешь. Очень молодцы, да? Молодцы. Я думаю, Ну, мы- потому что На Кулуре тоже так делают. сейчас люди все привыкли ездить с картами без налички, как мы. Вот здесь всякие стоят скамеечки, зоны отдыха. Да. Ну да, рабочий день. Там какие-то вон зонтики стоят в лесу. Можно приехать со своим мяском. Ночевать на территории Булуса запрещено. Территория трезвости, поняли? Молодцы. Ух ты, там прямо Столики. столики с зонтиками. Ну, запах такой, да? Прямо сосновым лесом. Регаты. Туры по Якутии. Реклама. Там народ сидит. Детские какие-то игровые зоны. Ага. И вот она красота. Ух ты, я такого не видела. Мы когда были, по-моему, в августе или в июле, все растаяло. Ребята, вот этот уникальный комплекс Булус, который находится в Хангаласском Улусе. Это примерно 100 километров от Якутска на другой стороне реки. И этот лед не тает даже летом. Но вот его так много в июне, в июле. Сейчас, так как погода была очень жаркая, лед начнет таять. К августу месяцу его станет гораздо меньше. Все, сейчас мы идем по вот этим дощатым тропинкам. Очень много мангальных зон. Очень много, видимо, народу много приезжает. Нам повезло, сегодня будний день, и народу практически нет. Сейчас мы спустимся по ступенькам. Там уже слышно шумит сам родник с ключевой водой, вкуснейшей, чистейшей. Мы эту водичку будем наливать, пить, пробовать. Спускаться, в принципе, комфортно. Ступеньки маленькие, узенькие. Ну, нормально. Как подниматься будут, я не знаю. Вот она, водичка течет. Отсюда люди набирают, пьют. Ледниковая водичка. Этот ковшик висит там на дереве сколько лет уже. Им можно черпнуть. Сейчас пойдем туда. Так, вот мы сейчас идем по льду. Здесь везде все течет. Красота, как бы не навернуться еще. Глаза слепит аж. Ногами все затоптали, конечно. Ребят, ну тут мы пофотографировались в этой красоте. Модель у меня вон там на той стороне одна идет, Да что там? вторая здесь. Я думала, что ты прямо так идешь, и меня что-то закидывают на белом. На белом, да, вообще ничего не видно. Я пожалела, что я солнцезащитные очки оставила в машине. Сейчас бы они не помешали, потому что глазки слепят. Рекомендую брать с собой очки. И чем темнее, тем лучше. Очень больно глазам. Вот это да.
Вот такой вот ручеек, шикарный течет. Брали водичку в этом роднике, бутылку от Байкала. Бомба. Здесь на Булусе мы пробыли немногим больше часа. Час 10 минут. Машин прибавилось, людей прибавилось. На льду людей очень много уже. Мы грузимся и едем дальше на водопады. Галины подруги. Она с жеребеночками маленькими. А видите, вон купаться пошли, водичку пить. Совсем по-другому. Более мягко, более красиво и более романтично. Здесь асфальт заканчивается. Ну, в принципе, тут вполне сносная дорога должна быть. Вот Турок-Хая, 1,5 километра. Впереди такое препятствие на дороге, машина проехала, там был мальчик за рулем, а у нас-то девочки за рулем, поэтому как-то не очень хочется ей лезть в эту лужу. Тут вот, видимо, когда совсем было печально, сделали вот такой объезд. В принципе, я бы здесь поехала. Я бы поехала. Свернули направо, указатель Турок-Хая. Такая касса здесь. Турок-Хая, комплекс природный. Входной билет стоит 150 рублей. Тоже можно перевести Сбербанк онлайн. Интернет, сеть у меня Мегафон поймала, я перевела. МТС не ловит. Короче, везде лучше с наличкой ездить. Схема границ земельного участка. Это речка Лютенге. Относится к числу национальных природных резерватов, особо охраняемых природных территорий Республики Саха-Якутия.
Доедаем все, что есть. Следующий перекус будет в кафешке. У Мгм. нас еще яблочки есть. Последний крутой поворот. Уважайте друг друга. Поздравляем, вы приехали в священное место Кунлун. Приятного опыта. В лесу. Внимание, ведется фото-видеофиксация. Безопасность на воде. Опасно. Вот инструкции, как себя вести. Да. Так. Приехали мы на водопады. Сейчас пойдем это туда вниз. Много очень беседок. Кафешка есть. Сейчас посмотрим, что там внутри. В кафешке. Столики такие. Чистенько, уютненько. Скатерти с таранками национальными. Здравствуйте. Горячий есть, Что да? там есть? Плов Да. жареный, жаркое. Меню такое от руки. Чай, кофе. Кофе, что? Зерновое даже есть. Ну какие мы вообще звезды? Молодцы. Прохладительные напитки. До которого Пожалуйста. часа? А со скольки работаете? С 9 до 8. С 9 утра до 8 вечера. Здорово. Вон всякие детям штучки, закорючки. Умывальник. Пожалуйста, мы на обратном пути, наверное, здесь перекусим. Очень даже уютно. Вот порция шашлыка. Да. 350 рублей. Вкусно, Галя? Галя сказала вкусно. Главное, чисто. Мангал у них тут стоит, видимо, шашлыки жарят, продают. Кстати, он горячий мангал. Там огонек видно. Все, сейчас пойдем к водопадам. Смотрите, сколько машин много. Это будний день, на минуточку. Сколько же здесь народа в выходные. Вот домики такие капитальные. Ну как капитальные, наверное, летние, скорее всего. Люди вон с сумками заселяются. Сейчас подойду, посмотрю. Ага, тут на замок закрыто. Значит, никого нет. Сейчас попробую заглянуть в это а-ля панорамное окно. А, оно закрыто с обратной стороны. Тут вот посидеть можно. Да. О, там шконки какие-то. 4 штуки. 1 двуспальная, 3 односпальные, стол. Видно? Так вот. О, загородить. О, прикольно. Ну, слушайте, так чистенько вроде бы. Такой домик. И вот там еще один домик есть. Ну, вот сейчас сказали мне, что вот этот домик 5000 на сутки стоит. С 12 до 12. Здесь люди ночевать будут. Там даже палатка стоит какая-то за домиком. Туалеты там. Все, идем. Вот такая тропиночка. Узенькая. Да. Оказывается, купаются народ. Смотрите, сколько народу здесь. Купаются все. Классно. Польские, аккуратно, да.
конечно, для меня странно, когда такая скользотень. Сказала же девчонка, там очень входит. Скользотень, она с ребенком с маленьким переходит. И оттуда, откуда-то из леса люди пришли. Что они там делали? Там может быть тоже какая-нибудь купальня. Тут везде тапки валяются. Народ купается. Тут вот еще один водопад такой. Красота. Шумит, конечно. Я залезла хрен знает куда, пока фоткала девчонок. Меня, наверное, не слышно от этого шума. Но тут вообще классно так. И страшно, и классно. Стою вот буквально на краю. Тут тоже какие-то домики стоят. Но они все закрытые. Видимо, это когда наплыв народу в выходные здесь селят. Такие здесь указатели стоят. Осторожно, медведь. Не просто так. Вот сейчас мы приехали на переправу в Нижнем Вестяхе, чтобы на пароме уехать в Якутск. Тут очередь стоит. Машинки подъезжают, там светофор. Все как положено. Пылюка. Стоим, ждем, видимо, когда вот эти вот товарищи с парома выйдут, а мы на него, видимо, заезжать будем. В принципе, 10 минут постояли и поехали на паром. Раз запускают, значит, наверное, загрузимся. Время 7:20. 19:20. Красиво так. Здесь, конечно, машин понатыкали. Еле пройдешь. Вон, расстояний вообще нет буквально. Куда идти? Куда ползти? Как добраться? Вообще все плотником, блин. В общем, время в пути на пароме в одну сторону составило 1 час 20 минут и в обратную сторону 1 час ровно. По трассе примерно 100 километров в одну сторону, 100 километров в другую. И до водопадов от трассы по не очень хорошей, но вполне сносной дороге мы проехали примерно 14 километров в одну сторону и 14 километров в другую.